Вы не представляете, мы ниже поименованного народа, почетнейшие люди, положили персты свои печати в том, что данные нами генералу Дель Поццо обязательный акт в 20 статьях мы должны исполнять свое и ненарушимо быть в вечном подданстве великого российского государя-императора Александра Павловича, наследника его, который назначен будет нами или кем из общества нашего, тому противно, тогда образуемся мы ответствовать по силе того же акта, заключение через всемогущего и так далее. Так, фамилии. Ага. Интересно. Руслан Битоков. Башлам, ты обещал про договор Таймиева с адыгами рассказать. А где же я его обещал, да. Руслан, ты напомнил его, сейчас мы не у себя, как имеется в виду, не на нашей базе. Надо мне посмотреть, где-то он у меня был. Где-то он у меня был, и я обязательно его зачитаю. Так. Хорошо, что ты напомнил, просто вы пропадаете, постановление о дате единения ШНС в связи с обращением Республиканской научной конференции по вопросу обоснования исторической даты единения Ингушетии и России и в особой значимости ее народа Ингушетии устанавливается мы единение Ингушетии, также на основании представленных материалов Народного собрания Республики постановляет признать 17 марта, 4 марта по старому стилю 1770 года датой единения Ингушетии с Россией. Сокалов. Это документы, которые здесь есть. Советами постановляют установить в качестве временной меры, что пригородный район Северно-Остинской АССР не подлежат прописке граждане, вновь прибывшие на постановление жителей, за исключением лиц, указанных в пункте 1. Это который запрет, документ на запрет селения ингушей в пригородном районе. Здесь председатель Совет министров СССР Тихонов и Смертюков. Вот, это первое. Второе, не подлежит прописке в пригородном районе Северно-Остинской АССР лица, подлежащие так. Третье, оформление договоров купли-продажи между мены и дарения жилых домов, части домов, принадлежавших гражданам на праве личной собственности в пригородном районе Северно-Остинской ССР, производится в установленном законом порядке. Это постановление. Оно тоже здесь есть. Так. Так, я хотел вам один момент здесь зачитать, буквально. Прокламация князя А.И. Борятинского, Александр Иванович Борятинский, 14 число, 05 месяц, 1815-1879, князь, генерал-фельдмаршал. Практически вся карьера Борятинского прошла на Кавказе. Его воинские заслуги были отмечены орденами Святого Георгия IV, 3, 2 степени, будучи назначенным главнокомандующим Кавказской армией и кавказскими наместниками, Борятинский покорил весь Восточный Кавказ, Чечню и Дагестан и пленил Шамиля. В отличие от предшественников, победы князю дались малой кровью, так как он не полагался слепо на военную силу и учитывал обычаи горцев. Умело играл на противоречиях в их среде, стремился дать им шанс в мирной жизни. Не случайно победитель и пленник относились с уважением друг к другу. По своей прокламации чеченского...
в своей прокламации чеченскому народу в 1860 году. Башлам, ты не читал книги Патканова? Патканова у меня нету. Какие-то материалы Патканова я читал, а самой книги у меня нету. Так, вот, я желаю Борятинского прокламации. Борятинский провозглашал: я желаю, чтобы вы воспользовались спокойной жизнью. Отныне все силы ваши, которые столько лет тратили на разоряющую вас войну, обратить к мирным занятиям, как то к разработке полей, к ремеслам, к торговле. Не имейте более никаких опасений и сомнений насчет вашей будущности. Вы отныне должны быть убеждены, что ваша вера, ваша собственность и ваши обычаи остаются неприкосновенными. Один только обычай кровомщения, как противный Богу и наносящий неисправимый вред лицам, должен быть уничтожен между вами. Каждый из вас, совершивший убийство вследствие Канлы, будет судим по русским законам и подвергнут наказанию по определению. Прокламация. Это во время Борятинского, те самые прокламации, которые раздавались всем чеченцам. При окончательном покорении Чечни и Дагестана я объявил, уже вам известно, что император Всероссийский в бесконечной милости своей великодушно даровал прощение чеченскому народу на все враждебные его действия против нас. Это Борятинский, это прокламация Борятинского против нас на протяжении более 20 лет за пролитую кровь русских, за вред и убытки, причиненные нам во время войны. Подтверждаю ныне письменно мои слова и объявляю снова, что все случившееся в продолжение этой бедственной для народа войны должно быть забыто навсегда. Отныне его императорское величество, распространяя на вас свою благость и попечение, наравне с другими своими подданными, дарует вам следующие милости. Каждый из вас может свободно отправлять свою веру, и никто не будет вам препятствовать исполнять обряды ее. От вас никогда не будут требовать рекрута, никогда не обратят вас в казаков. Все земли, леса на плоскости, где жил чеченский народ, до возмущения 1839 года будут отданы